районе Республики Алтай. Республика Алтай, как полагается, да, считается учеными, это колыбель тюркских народов. Как мы знаем из истории, там возник род Ашина, который стал главенствующим родом тюркского каганата. Слышали, да, тюркский каганат? Такой был огромное государство Великой Степи, которое объединяло Европу и Азию. Вот. Род Ашина, Шене, в переводе с монгольского это волк, да? Приставка Ашина означает благородный волк. Вот. Поэтому волк у тюркских народов это священное животное, очень уважаемое, почитаемое. Деревни тюрки очень хорошо умели плавить железо. Поэтому с древних времен они считаются, что древние тюрки участвовали в этнокнязии народа Саха, да? Как и хунну, как и уйгуры. Вот. И вот получается, что наши предки знали выплавку железа с раннего средневековья. И у тюрков была панцирная конница, вот как раз представитель рода Шену, вот такой образ главы этого рода великого, которые умели выплавлять железо. Они, тюркуты, раньше были подданными такого журжанского племени, народа журжан, которые ничего не умели, они умели только грабить, воевать и не работали. Это у них такая психология была у народа, иждивенческая. Да? Но у них вассалов были тюркуты, которые умели плавить железо. И хан Журжан говорил, хвалясь, тюркский хан, у меня плавильщик, да? Но потом эти плавильщики, восстав, разгромили журжане и стали гегемоном Центральной Азии. Их даже сами китайцы боялись и платили им дань. Вот панцирная конница тюркутов. Вот видите, и конь, и всадник, все закованы в железо, да? Значит, наши народы, которые жили в Центральной Великой Степи, имели возможность, умели выплавлять железо издавна, в том числе и наши предки. Вот великий тюркский каганат, благодаря железным вещам, железу, железному оружию, железным доспехам, они завоевали огромное пространство. Вот. И это государство держалось очень долго. Также умели выплавлять железо, по утверждению Алексея Павловича Окладникова, наши предки, возможно, наши предки, народ, который участвовал в этнокнязии народа Саха, курыканы, которые жили в Западной Прибайкалье на территории Иркутской области, да, нынешней. Этот рисунок человека с сознанием, возможно, нарисовали курыканы. Оно находится на скалах на территории Иркутской области, недалеко от деревни Качук. Это место, как буряты рассказывают, называлось раньше Кавюрюр. Есть такое якутское слово. Бродиться, да? Ругаться. И там жили курыканы. На острове Альхон, посередине озера Байкала, есть такой остров Альхон. Там есть часть курыканской стены. Вот эти курыканы очень хорошо плавили железо. Очень хорошо, отлично плавили. И их остатки горнов, Алексей Павлович находил очень много и назвал их курумчинскими кузнецами по месту нахождения этих былых трудов деятельности курыкан. Нынешнюю печь делают над землей, да? А раньше, возможно, они делали в яме, то есть под землей, да? Устройство якутской печи, оно очень простое. Брали, например, какое-нибудь бревно, да? Бревно выдавливали и мазали снаружи глиной. Очень густо мазали. И представляли в печи кузнечные меха и заливали туда, то есть засыпали туда руду, древесный уголь, и целый день эти меха качали. Вгоняют туда воздух, да? Сырой воздух, холодный воздух. Поэтому называется сыродутная плавка. Да?
печи образовывалась большая температура, больше 1000 градусов, и вот эта руда, она добавлялась к крицу, который вытаскивают поздним вечером длинными ключами катарас из печи. Вот опять из фотографии из фестиваля Сатауз. Такие фестивали проводятся у нас на территории Якутии повсеместно. Проводились они в Намском улусе, в селе Намцы, в деревне Кузнецов, проводятся в Верхнеуфлюйске, вот, проводятся в Нюрбе и так далее. В Хангаласском улусе тоже проводятся. Вот. Есть вот такой сборник преданий, Эль-Лаяда называется, который собрал великий исследователь, тюрколог, этнограф Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Он родом из западного Хангаласского улуса. Ну вот он в 20-х годах прошлого века, пока не был репрессирован, он ездил по улусам и собирал предания. И вот собрал очень хороший сборник преданий. И есть такое предание там про Эль-Лея, который является предком, да, народа Саха, одним из предков народа Саха. И вот этот Эль-Лей, наш предок, он делал печь и сердутным способом выплавил крицу. Есть об этом предание. Посмотрите обязательно, это очень интересно. Также очень хороший свой вклад внес профессор Ксенофонт Дмитриевич Уткин, именем которого называется улица, на которой стоит исторический парк. У него есть очень хорошая работа, монография «Черная металлургия якутов» называется. Обязательно прочитайте, рекомендую, там все написано. Он там исследовал в основном кузнецов рода Сатах, юбинских кузнецов. Это блестящий ученый, блестящий вообще человек был во всех отношениях. Очень глубоко уважаемый человек. И вот он написал прекрасную монографию. Вот, кузнецы, как вы видите на фотографии, рассыпают руду, чтобы потом засыпать ее в печку. Вообще, руда, она в виде камней встречается, вроде камня, да, но там ржавчина вот такая. Так ее можно отличить от других камней. Руду собирают, потом ее сжигают в яме, она размягчается, ее превращают ударной кувалдой в порошок. Вот этот порошок удобно плавить, да? Ведь него, вот, конечно, там мусор есть, шлак, оно отделяется, и вот превращается в железо. Вот. Вечером кузнецы, как я уже сказал, вытаскивают эту крицу, и вот где-то пудов 20-30 килограммов, иногда и 40 они получают, если хорошо выплавят, конечно, до один присест, да? Вот как раз. И вытащив крицу, они ее начинают выбивать шлак, да? Примесь, которая ненужная. Там же в Нюрбинском улусе есть брошенная деревня кузнецов, где живут кузнецы и шаманы, и плавили железо. Там совершают экспедиции периодически и находят вещи, вот как раз что-то там нашли, да, обрисованную посуду вроде. И вот эти кузнецы вообще якутские, они плавили железо довольно-таки и делали из них вещи довольно-таки активно до 40-х годов прошлого века. Потом железных вещей фактически стало много, и вот это все прекратилось. Да? Многие утеряли этот опыт, бесценный опыт, который делали их предки. Но сейчас, благодаря записям наших ученых, все это возобновляется и продолжается. Вот. Вообще, про якутов говорили, писали русские служилые люди о том, что якутское железо лучше немецкого. Вот так даже писали. Русские казаки использовали якутские доспехи в войнах и хвалили якутское железо. Давайте сейчас поиграем немножко. Я буду вам загадывать, показывать вещи какие-то, да, предметы, которые сделали якутские кузнецы и экспонаты из Нюрбинского музея дружбы народов. Если кто ответит правильно,
кого ждет приз, вот такой интересный, мы выпускаем такие открытки. Здесь есть лик командора Витуса Беринга, который основал первый железоделательный завод Якутии в 18 веке на территории Мегинского улуса на реке Тамгат. Там при помощи реки выплавляют железо, да? То есть там была особая мельница, которая приводила в движение меха. И завод, он очень хорошо плавает железо. Для чего они построили этот завод? Как вы думаете? Как вы думаете? Для чего Берингу был нужен завод? Железоделание на территории Якутии. Ну ладно, скажу. При Петре Первом началось освоение, то есть не освоение, а научное изучение Дальнего Востока, да? И Беринг и другие его подданные плавали по рекам Сибири, огибали разные морские берега, чтобы описать. И для постройки корабля нужны были железные снасти. И для этого делали этот завод на территории Мегинского улуса. Правда, сейчас на том месте ничего нету, река все унесла, но вот когда здесь была выставка, я здесь видел кирпич вот этого завода, такой большой белый кирпич. Хорошо. И первый вопрос. Это изделие народного мастера Якутии Савинова Владимира Ивановича, которого я очень сильно уважаю, тоже это мой друг, он живет в городе Ерба, вот он сделал вот эти вещи. Как вы думаете, для чего эти вещи нужны? Для хозяйства, ну, допустим, но нет, ответ не точно. Да, говорите. Говорите. Чтобы масло делать? Нет, нет. Чтобы муку? Нет. Для муки есть жерновая и так далее, мельница. Ну, давайте подсказку скажу. Без этих предметов невозможно было проведение, или затруднительным было проведение цеха. Не получилось провести цех в древности, да? Как вы думаете, что это такое? И для чего это используется? Что преобразует кумыс, да? Вот. Это мутовка для кумыса, для сбивания кумыса. Вот. Кобылье молоко вливает вот этот мешок, называется Сибирь. И вот болталка этой мутовка называется. Ну, хамнатас, да, по-якутски. Начинает вот болтать. Болтает этот кобылье молоко, и из него получается кумыс. Ну, правильно. Как вас зовут? Один ответ есть. И следующий вопрос. Это экспонат из музея дружбы народов Мегинского улуса. Как вы думаете, для чего он предназначен? Скажу сразу подсказку. Он нужен для того, чтобы делать очень такой привлекательный продукт, который вы все очень любите. Нет. Да, чтобы печь оладьи. Почему такая длинная ручка, как вы думаете? Да. Нет, ну вот, немножко правильно. Там каминообразная якутская печь выше жаром, да? Вблизи сидеть там, что-то делать, это затруднительно, да? Поэтому такая длинная ручка, чтобы ездили, там переворачивать оладьи. Хорошо, ответ засчитывается. И следующий вопрос, ну вот, якутская печь как раз, на шесте готовили оладьи. Для чего это нужно? Этим, кстати, подсказку сказать? Этим, вот, этой вещью, при помощи этой вещи ловили рыбу. Рыбу ловили. Как? Да. Вы сказали тут чуть-чуть приблизительно, но не точно.
Это предмет называется тастыган. Это грузило для невода, которым вытаскивают карасей, да, во время подледной рыбалки, муха. Хорошо? Вот как раз вытаскивают этот невод. Ну, сейчас делают, конечно, из других вещей, но тогда раньше делали из таких речных камней и с помощью тайника. Это что за вещь? А? Как? Ну, при помощи этой вещи, ну вот, давайте скажем так, молока всегда бывало много. А если этой вещи не было, то молока бывало меньше. Ну, люди, чтобы молока было больше, вот этой вещи пользовались. Так вы думаете? Но сейчас и этой вещью пользуются. В далеких там селах очень многие пользуются. Близко, но не верно. Есть какие-то предположения? Ну вот я вас все-таки не виню, потому что у вас нет этнографии, не было этнографии в школе, да? Нет истории великих вообще. Поэтому у вас такие, у всех такие вот пробелы в знаниях. К сожалению, это так. Поэтому, ну вот давайте скажем так, да? Если никто не догадался. Или все-таки попытки будут. Кемер Туаргите. Ханвайде. При помощи этой вещи молока всегда бывало много, да? И хотели, чтобы молока было больше. Да, это намордник, который привязывали на морду теленка. Вот острыми вверх, да? Чтобы теленок не мог сосать корову. Если такими острыми вымя тыкаться, конечно, и больно будет, да, корове, надо убегать. Вот, хорошо. Вот как раз теленок и якутская корова. Якутский скот, он маленький, да, но молоко у него густое. Вы же знаете, что якутский скот есть, да? Порода якутского скота, но осталось его очень мало. Всего лишь несколько тысяч голов. И, есть ферма, например, в селе Еланка, где содержится где-то 100 коров якутских. Если не ошибаюсь, да, 100 коров. Хорошо. Кто у нас ответил на вопросы? Поднимите руку. Раз, два, три. И еще кто-то из вас будет, да? Так. 4, да? Ну, хорошо. Вы ответили все по одному вопросу, да? Два раза, да? Если у нас тогда победитель, 2 раза. Все согласны, да? Давайте, подходите, пожалуйста. Я вам выдам список. Вот такие открытки продаются у нас в магазине исторического парка. Можете купить, если кто хотите. Там по 50-60 рублей, по-моему, было. Но вот победители это получает бесплатно. Есть какие-нибудь вопросы? Вопросы есть? Вопросов нет, да? Да, вот просто выкапывали яму и ставили там печь. То есть яма выдерживает температуру большую, да, помогает больше, потому
потому что если печь на открытом месте, но сейчас, в принципе, нынешняя методика выплавки, она чем не хуже древней. Вот. Ну вот вы узнали, да, что вот, наши предки умели выплавлять железо издавна, да? У нас была черная металлургия, своя металлургия издавна, с средних веков. Что мы это умели, мы это знали, да? Но вот в советское время, конечно, из-за фабричных вещей, потому что стало их много железных, то немножко подзабылось, и вот сейчас как раз ну, вот, возобновляется. И сегодня мы будем рассматривать, как это все делают. Это очень интересно. Всех приглашаю к моменту, когда будут доставать